27 октября средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,23 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,21,53 до 10,13 сомони, 1 евро от 10,23,37 до 10,13 сомони, 1 российский рубль от 0,1630 до 0,1650 сомони. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут, пока рынки реагируют на статистику стратегических запасов этого сырья в США, а также бензина, которые снизились, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цена на нефть марки Brent составила $93.98 за баррель, марки WTI $88.05 за баррель. Цена на золото в четверг утром в целом стабильна. Инвесторы пребывают в ожидании действий от Федеральной резервной системы США и составляет $1672.35 за тройскую унцию. Таджикистан за 3 квартала этого года экспортировал драгоценных металлов и камней на сумму свыше $421 миллиона. Об этом сообщает агентство по статистике республики. Отмечается, что это на 59,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на падение объема выручки, поставки этой продукции за рубеж в январе-сентябре составили более четверти совокупного экспорта страны в указанный период. Общий объем экспорта таджикской продукции товаров за 9 месяцев текущего года составил свыше $1,6 миллиардов, что на 5,5% больше, чем в тот же период 2021 года. Более 40% экспорта республики составили минеральные продукты, свыше 15% – это недрагоценные металлы и изделия из них. Экспорт за вышеуказанный период 2,3 раза уступает импорту. Республика импортировала товаров на сумму около $3,8 миллиардов, это на 25,7% больше импорта страны в январе-сентябре 2021 года. Экспортировалась таджикская продукция в основном в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Афганистан. Главными поставщиками товаров в Таджикистан были Россия, Казахстан и Китай. Внешнеторговый оборот Таджикистана за 9 месяцев текущего года составил более $5,4 миллиардов, что на 18,8% больше этого периода 2021 года. В тройку главных торговых партнеров республики входят Россия, Казахстан и Китай. Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Европейским банком реконструкции и развития обсуждены накануне в Душанбе. Министр финансов Таджикистана Файзидин Кахорзуда встретился с исполнительным директором ЯБР Центральной Азии госпожой Жужаной Харгитай. Как сообщили в пресс-центре Минфина Республики Таджикистан, также на встрече принимали участие региональный директор ЯБР в Таджикистане, Туркменистане и Киргизии Айтын Рустамова. На встрече были обсуждены вопросы реализации государственных инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, транспорта и энергетики. Собеседники обсудили и другие тематические вопросы, представляющие взаимный интерес. Делегация Таджикистана во главе с министром промышленности и новых технологий Шерали Кабиром посетила Минский автомобильный завод и предприятие БелАЗа в Беларуси. Генеральный директор БелАЗа Сергей Никофорович ознакомил таджикских гостей с предприятиями, его структурой и производственными возможностями. Шерали Кабир протестировал электросамосвал БелАЗ-7558Е, который он высоко оценил, отметив передовой уровень развития современных технологий, применяемых на предприятии, а также легкость и плановость управления такой большой техникой. Напомним, что на прошлой неделе в Душанбе прошла выставка белорусских предприятий с участием БелАЗа. Парк карьерной техники этого предприятия в Беларуси представлен самосвалами малого класса грузоподъемностью 30-45 тонн, спецтехника для добычи угля, золота, алюминия. Ввиду увеличения объемов добычи полезных ископаемых, а также планов по строительству гидроэлектростанций, есть хорошая перспектива поставки БелАЗа в Таджикистан. По результатам визита будет составлена дорожная карта по развитию сотрудничества. Проект комплексного развития сельских регионов «Триггер» поддержал Ассоциацию микрофинансовых организаций Таджикистана в проведении двухдневной национальной конференции «Финансовая инклюзивность. Глобальные тенденции, возможности, лучшие практики». В
ходе конференции были обсуждены вопросы по выявлению и изучению эффективных путей реализации национальной стратегии финансовой доступности наряду с ростом иностранных инвестиций в банковский сектор страны. Кроме того, были обсуждены повышение осведомленности о факторах экосистемы, оцифровка финансовых услуг и развитие каналов доставки, переход к безналичной экономике. Исламский банкинг, зеленые финансы, краудфандинг, доступ к финансам для женщин и молодежи тоже стали темами конференции. По итогам обсуждения были сделаны рекомендации для правительства Республики Таджикистан по улучшению доступа к финансам.